Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами подробно рассмотрим частное предпринимательство, то есть индивидуальное предпринимательство и предпринимательство негосударственного юридического лица. Субъектов частного предпринимательства Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года о частном предпринимательстве делит на три большие группы. Первое. Субъекты малого предпринимательства. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие число работников не более 50 человек и среднегодовую стоимость активов за год не свыше 60 тысяч месячных расчетных показателей, что в 2011 году составляет 90 миллионов 720 тысяч тенге. Вторая. Субъекты среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица со среднегодовой численностью работников свыше 50 человек и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство со среднегодовой численностью работников свыше 50, но не более 250 человек, или среднегодовой стоимостью активов за год не свыше 325 тысяч месячных расчетных показателей, что в 2011 году составляет 491 миллион 400 тысяч тенге. Третье. Субъекты крупного предпринимательства. Юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство со среднегодовой численностью работников более 250 человек или общей стоимостью активов за год свыше 325 тысяч месячных расчетных показателей, что в 2011 году составляет 491 миллион 400 тысяч тенге. Формы бизнеса. Вам, как будущему предпринимателю, необходимо определиться, каким образом вы будете вести свой бизнес, какие вопросы вам будет необходимо решить. Это особенности регистрации и ведения бизнеса, бухгалтерская отчетность, объем финансовых рисков, налоги, прибыль, юридическая ответственность. Предлагаем вам внимательно изучить разные формы бизнеса и определить наиболее оптимальную форму для себя. Индивидуальное предпринимательство или юридическое лицо. Индивидуальный предприниматель ИП, гражданин Республики Казахстан или Оралман, осуществляющий индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица и соответствующий критериям, указанным для субъектов малого предпринимательства. Индивидуальный предприниматель может иметь печать. Юридическое лицо – организация, которая имеет имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, которая имеет право осуществлять сделки. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс и печать со своим наименованием. Индивидуальное предпринимательство – это инициативная деятельность физических лиц, направленная на получение дохода, основанная на собственности самих граждан и осуществляемая от имени граждан за их риск и под их ответственность. Индивидуальное предпринимательство подразделяется на личное предпринимательство, совместное предпринимательство. При совместном бизнесе все сделки, связанные с частным предпринимательством, совершаются, а права и обязанности приобретаются и осуществляются от имени всех участников совместного предпринимательства. Существует три основных вида совместного предпринимательства. Это предпринимательство супругов, осуществляется на базе общей совместной собственности супругов. Семейное предпринимательство осуществляется на базе общей совместной собственности крестьянского фермерского хозяйства или общей совместной собственности на приватизированное жилье. Простое товарищество осуществляется на базе общей долевой собственности. В дальнейшем индивидуального предпринимателя мы будем называть ИП. ИП несут ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое взыскание не может быть обращено в соответствии с законами Республики Казахстан. И сразу подчеркнем, именно это является самым большим риском индивидуального предпринимателя. Ведь за неисполнение обязательств можно потерять свое личное имущество. Индивидуальных предпринимателей можно условно разделить на две группы. Те, которым не нужно регистрироваться в налоговых органах, они не используют труд наемных работников на постоянной основе, применяют разовый талон. Разовый талон применим до 1 января 2013 года. У них удерживают налоги, лица, которые платят ему за работу, облагаются у источника выплаты. И те, которые обязаны зарегистрироваться в налоговых органах как ИП.
Они используют труд наемных работников на постоянной основе. Они имеют доход больше 12 минимальных заработных плат в год. В 2011 году минимальная заработная плата 15 999 тенге. Требование: необходимо встать на учет. Для того, чтобы получить свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, вы должны прийти в налоговый комитет по месту жительства и сдать следующий пакет документов. Заявление по форме, установленной регистрирующим органом, документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, копию документа, удостоверяющего личность с предъявлением оригинала, фотографию размером 3,5 на 4,5 см, документ, подтверждающий местонахождение индивидуального предпринимателя. В случае, если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста, к вышеперечисленным документам прилагается согласие родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. Из требования иных документов запрещается. Регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется бесплатно. Единственное, что вы должны заплатить, это государственную пошлину. С 1 января 2011 года размер сбора составляет 3024 тенге. 2 месячных расчетных показателя. Внимание! При государственной регистрации индивидуальных предпринимателей освобождаются от уплаты сборов крестьянские или фермерские хозяйства, инвалиды 1, 2 и 3 групп, репатрианты, уралманы. Налогообложение для субъектов малого бизнеса. Предприниматели, работающие лично, одни, делятся на предпринимателей с фиксированным и нефиксированным налогообложением. Предпринимательство с фиксированным налогообложением имеет специальный налоговый режим: работа по разовому талону, работа по патенту, работа по упрощенной налоговой декларации. Предприниматели с нефиксированным налогообложением работают по общеустановленному режиму. Специальный налоговый режим устанавливает для субъектов малого бизнеса упрощенный порядок исчисления и уплаты налогов. Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только один из ниже перечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, а также представление налоговой отчетности по ним. Специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, который включает в себя режим на основе разового талона, режим на основе патента, режим на основе упрощенной декларации. Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств. Специальный налоговый режим для юридических лиц, производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов. Общеустановленный режим. Разовый талон. Специальный налоговый режим на основе разового талона применяют граждане Республики Казахстан, уралманы, деятельность которых носит эпизодический характер, то есть деятельность, осуществляемая в общей сложности не более 90 дней в календарном году, осуществляющие следующие виды деятельности: реализация, за исключением деятельности, осуществляемые в стационарных помещениях, услуги владельцев личных тракторов по обработке земельных участков, выпас домашних животных и птиц. Эти лица освобождаются от государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Граждане Республики Казахстан, уралманы, а также юридические лица, осуществляющие деятельность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на рынках, за исключением реализации в киосках, стационарных помещениях на территории рынка. Разовый талон будет применяться до 1 января 2013 года. Разовые талоны выдаются до начала осуществления деятельности на 1 день или на более длительный срок, но не более 90 календарных дней. Чтобы получить разовый талон, вы должны предъявить свидетельство налогоплательщика до 1 января